Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Так гласит первая статья Всеобщей декларации прав человека, к юбилейной дате принятия которой и была приурочена международная конференция. Права человека – универсальная ценность, объединяющая страны, нации и даже континенты. Совместная работа над наилучшей реализацией защиты общечеловеческих прав – главная цель мероприятия. В свете последних событий, происходящих в мире, мы видим, что множество стран, в том числе и руководство нашего стратегического партнера Российской Федерации, уделяют особое внимание вопросам защиты прав человека и взаимодействуют с Институтом омбудсмена. Мы открываем нашу первую международно-практическую конференцию «Зарождение и развитие идей прав и свобод человека». Сегодня мы услышим доклады, посвященные данной теме. Хочу отметить, что по итогам собрания будет издан бюллетень конференции. Права человека – это не только про правовую защиту и взаимодействие граждан с государством. Прежде всего, это защита чести, достоинства и свободы каждого индивида. Всеобщая декларация прав человека, важнейшие принципы которой разделяет и поддерживает и наша республика, является основополагающим документом исторической важности, в разработке которого принимали участие специалисты из всех стран и регионов планеты. Однако работа на благо исполнения всех статей декларации продолжается и по сей день. Для нас это является очень важным аспектом ценности, то, чем располагает наше общество. И в этой ситуации главным моментом является возможность трансляции того, что мы имеем в виде традиционных ценностей, в современную артикуляцию, в современных представлениях о том, как должны выглядеть права человека в нашем обществе. И с этой точки зрения наша сегодняшняя встреча представляет собой очень важный аспект в дальнейшем развитии прав человека в нашей стране. Статья 7 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона». Выступившая с приветственным словом Диана Пилия, заместитель председателя Конституционного суда Абхазии, отметила, что деятельность двух государственных институтов – аппарата уполномоченного по правам человека и Конституционного суда – тесно взаимосвязана и направлена на обеспечение равных прав для всех. Защита прав и свобод человека, она включает в себя или предполагает создание целой правовой системы. И это и механизмы защиты, и вопросы ответственности, а также, конечно же, самое главное, наверное, чтобы каждый понимал еще и меру ответственности как государства за нарушение этих прав, так и каждый отдельный человек. Выступая на конференции, председатель Комитета по государственно-правовой политике, депутат Народного собрания Абхазии Дауд Хутаба отметил, что в работе профильного комитета особое внимание уделяется именно правам человека. Постоянно в своей работе мы занимаемся этой тематикой. Нам есть чем гордиться, есть проблемы, которые нам еще необходимо решить. Я в целом говорю о государстве, даже не о работе комитета. Вот. И я, учитывая, что это конференция научно-практическая, очень хотел бы попросить вас, Анна Руслановна, что в конце уже по итогам результаты этой конференции также были нам в комитет предоставлены, чтобы мы могли рассмотреть их. В международной конференции также приняли участие представители аппаратов уполномоченных по правам человека дружественных Абхазии стран. Например, уполномоченный по правам человека Ярославской области, Приднестровской Молдавской республики и уполномоченная по правам ребенка при президенте Южной Осетии Аэлита Джиоева. Права граждан Южной Осетии постоянно ущемлялись во время многолетних масштабных военных действий со стороны Грузии. Но мы знаем, что в 2008 году Республика Южная Осетия была признана государством Российской Федерации и двумя республиками, это Никарагуа и Венесуэла. И с тех пор уже идет новый отчет во времени, когда Южная Осетия свободное, независимое государство. И здесь Институт уполномоченного, несмотря на то, что он достаточно молодой, тем не менее он занимается на достаточно таком высоком уровне, защищает права наших граждан. Подробным докладом о работе Института уполномоченного по правам человека в Абхазии выступила юрист аппарата Линда Авицба. Вот уже на протяжении почти 2 десятилетий под разными названиями этот государственный правозащитный орган действовал в структуре исполнительной власти при президенте Республики Абхазия, то есть входил в структуру администрации главы государства.
Первым таким органом стала Комиссия по правам человека при президенте Республики Абхазия, созданная указом главы государства 21 марта 1997 года. С докладами на конференции также выступили студенты разных направлений и факультетов Абхазского государственного университета. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.